что задумываться и жители Коми, что наша республика является горной страной. Вся восточная граница, сотни километров, тянется по Уралу по главному водораздельному хребту, от которого берут начало и текут горные реки. Одни в Азию, другие в Европу. Именно это обстоятельство Урала, как начало водных дорог, послужило началом множества историй передвижений – торговых, военных, научных и, в конце концов, туристских. Начнем с того, что русские княжества после Киевской Руси на востоке располагались не далее нынешних Котласа и Вятки. Тотьма и Великий Устюг богатели, являясь пограничными городами, куда приходили товары с Волги, Печоры. Их военные торговые суда редко проникали дальше Югорского камня, так раньше назывался Урал. Однако попытки прорваться восточнее Урала были всегда. Особенно преуспели в этом новгородцы. Новгород – главный поставщик в Европу ценной и редкой пушнины. В погоне за нею новгородцы искали пути на восток, через камень. И эти пути постепенно обнаруживались. Самый южный на Каме был всегда крайне опасен и был заперт сначала Золотой Ордой, а потом и Казанским царством. Чуть севернее нашелся путь по Перми Великой через Чердынь, по Каме, Вишере и Волоком на Сосьву. Но эти земли были населены коми и вагульскими язычниками, которые также были в те времена для путников опасны. Именно вагулами были убиты преемники святителя Стефана Пермского, епископы Герасим в 1441 году и епископ Петерим в 1455. Севернее и гораздо позднее нашелся путь через Илыч. Назывался он Сибиряковский тракт по имени русского предпринимателя Александра Сибирякова. Это уже территория нашей республики. Однако самый древний путь в Сибирь оказался и самым северным. Он пролегал также большей своей части по территории нашей республики. И наш сегодняшний рассказ о нем. Через Каменный. Так назывался этот проложенный новгородцами путь. Шли по нему новгородские суда-ушкуйники в сказочно богатую мехами Югру. Порой одного похода было достаточно, чтобы разбогатеть. Путь начинался в Пыросе, нынче Котласе. Пырос в Коми так и переводится, как «вход», «ворота». Суда подымались по Вычеге до Усть-Выми, потом по Выми до Волока на реку Ухту, далее по реке Ухте в Вижму, из Ижмы на Печору, с Печоры на Усу и ее приток Елец. Подымаясь по Ельцу, упирались в Урал, протаскивали волоком несколько верст свои суда и, минуя 7 озер, попадали в реку Собь. Собь через 200 верст впадала в Обь, а там уж куда пожелает душа, хоть и вниз к морю, хоть и вверх в вагульско-татарские земли. Река Собь уникальна. Она почти полностью пересекает Уральские горы и по удивительному совпадению течет на восток практически по полярному кругу, разделяя Урал на две географические части – приполярный и полярный Урал. Вдоль Соби от Железки на Воркуту тянется железнодорожная ветка до города Лабытнанги, также пересекая Урал. Это сегодняшний современный путь в Сибирь, на Ямал. Одна из станций на этой ветке так и называется – Полярный Урал. Это последняя станция на территории Коми. Далее – Ямал. Сойдем на этой станции, чтобы встретиться с частым ее обитателем, исследователем и пропагандистом Урала, писателем Сергеем Журавлевым, и продолжим наш рассказ далее.
Наконец-то я пью воду полярного Урала. Всегда мечтаю об этом моменте. Бывает год, бывает больше. Но всегда почему-то очень жду этого момента попить воды Урала. Замечательная вода. Когда нам говорят, что мы не горная страна, мы горная республика. У нас 3 горных страны в республике. Полярный Урал, Приполярный и Северный Урал. И более почти 1000 километров горной границы, отделяющей нас от Ямала и от Ханты-Мансийска, и немножко даже от Свердловской области. Итак, посмотрите налево – горы, направо – горы, а между ними долины 2 рек – Ельца и Саби. Сколько пота, сколько крови прольется, сколько времени пройдет, пока не услышит эта долина первый паровозный гудок. Вернемся лет на 900 назад. Мы в самом опасном месте пути – Волок. Именно здесь чаще нападали на путников самодийские племена ненцы и ханты. Летопись гласит: 1032 год. Поход новгородского воеводу Углеба на Железные врата. И вспять мало их возвратившихся, но много там погибша. 1187. Пали головы уста доброименитых. Еще через 6 лет экспедиция новгородского воеводу Ядрея полностью истреблена. Здесь же, недалеко от поселка Харп, в реке Сопь нашли саблю. Этой сабле лет 600. Это сабля, которая выкована мастерами на Среднем Кавказе. Там есть имя мастера. Это армянский мастер. А если уж на сабле стоит имя, это очень дорогая сабля. Видимо, какой-то местный военачальник или князек уронил ее где-то. То ли в войне на реке Сопь, то ли во время какого-то сплава. Это говорит о том, что этот путь был знаком, востребован. Кровавый список далеко не весь. И он продолжил пополняться и после того, как был Новгород завоеван Москвой, и пошли в эти земли московские отряды. Лишь одно обстоятельство стало играть на пользу Московии. К тому времени зыряне приняли христианство. Пермь-Вычегодская и Пермь-Великая входят в состав московского государства. И зыряне становятся главными посредниками и сподвижниками московитов в освоении Урала и Сибири. Еще в средние века под Тельпасом, по долинам рек, была совершена первая лыжная военная экспедиция. Семен Курбский, военачальник, князь, которого послали защищать от набегов югры воинственной зырян православных, нанял для обучения, скажем так, инструкторов того времени, местных охотников, которые обучили 400 человек стоять на лыжах, на лямпах, то есть на лыжах с камусом, и совершил уникальную экспедицию, перевалив через Урал среди зимы. Он пленил 6 югорских князей, привез их в Москву, они присягнули государю российскому. И появилась в Зауралье первая территория югра, которая стала зауральской частью России. Поход Ермака был гораздо позднее. Железные врата или через каменный Волок. Сейчас здесь можно обнаружить несколько памятных знаков. Первое – это знак границы между Азией и Европой. Любимое место туристов. Их часто можно здесь обнаружить радостно прыгающих из Европы в Азию и обратно. В
10 метрах от него памятный знак зырянину Василию Латкину, коми-промышленнику и исследователю Севера. Если покопаться в истории, то здесь рядом можно поставить еще несколько знаков различным людям. Например, исследователю Урала Эрнсту Гофману, который обозначил главную линию Уральского водораздела. Сюда он приходил с экспедицией в середине XIX века. Вспомнить нужно и Павла Крузенштерна, сына знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна. Он был величайшим исследователем Урала, другом и компаньоном Василия Латкина. Василий Латкин имел торговый интерес в возобновлении современного, удобного пути с Печоры на Обь. И Крузенштерн сильно ратовал за постройку водного канала на Горном Волоке. Идея канала с Ельца на Собь уже витала с начала XIX века. В 1806 году здесь работала экспедиция полковника Попова с целью исследовать вопрос прокладки канала. Потом было еще несколько экспедиций, пока наконец точку этим исследованиям не поставило новое время. В России начали строить железные дороги, и многие водные пути стали неактуальными. История в прошлом, а что в настоящем? А в настоящем удивительное географическое природное место, с которого очень легко можно начать первое знакомство с Уралом. Все остальные районы очень труднодоступны, очень дороги. Вроде бы и северный ближе, и потеплее, и гора красивая, Тельпос, то есть гора северного ветра, гнездо ветров, и Народная ближе, вроде бы от Инты можно на машинах добраться, но все-таки с точки зрения доступной логистики, в том числе и по деньгам для школьников, для детей, она предлагает нам вот эту станцию «Полярный Урал». Мы еще вернемся к истории через Каменного пути, но пока прогуляемся по здешним урочищам. Полярный Урал, в отличие от знаменитого и высочайшего Приполярного, отличается более низкими вершинами и пологими склонами. Здесь более суровый климат, почти нет растительности для дров. Золотой корень заваривают чай или настаивают на водке. Очень такое хорошее тонизирующее средство, и в горах очень помогает восстановиться, обрести силы. Запах очень такой своеобразный. Он такой маленький, а на самом деле чуть побольше вырастет. Цветет. На Приполярном его больше рек, а тут вот на скалах еще.
Полярный Урал хорош тем, что здесь представлены все широты. Вот сейчас мы идем по снежнику. Таких мест довольно много. То мох, цветущие растения, то снег, то камень, то лед. В общем, таков Полярный Урал. Все реки на Урале в своем рождении одинаковы. Лишь по мере их взросления у каждой из рек начинают появляться особенности. Эта долина интересна тем, что здесь начинается знаменитая река Собь, которая, спускаясь по долине, пониже, резко поворачивает на восток и становится притоком реки Оби. Реки начинаются на вершинах гор. Вода идеально чиста и бесподобна на вкус. Река Собь не исключение. Она начинается вот так. Потом пару километров она такая. Потом еще пару, уже помощнее. И через 20 километров мы имеем настоящую реку, которую уже нельзя перейти, а можно лишь переплыть. Собь – крайне удачная река для начинающих туристов-сплавщиков. При очень быстром течении она абсолютно безопасна и позволяет сплавляться на любом плавсредстве. А главное, железная дорога всегда рядом. Начать и закончить сплав можно легко и в любое время. В среднем течении реки горы подступают к реке вплотную. Есть возможность быстро взобраться на любую, не тратя время на подступы. В нижнем течении река становится вялой, но появляется много крупной щуки. Но это уже тема другой передачи. И, наконец, у поселка Котровож она впадает в Оби. Спустившись по Оби пару десятков километров, мы попадаем либо в Лабытнанги на левом берегу, либо в Салихард, что на правом берегу Оби. Кстати, Салихард ранее имел зырянское название – Обудар, город рядом с Обью. Все, можно снова сесть в поезд и возвращаться. Однако, вернемся на станцию Полярный Урал. Железные врата через Каменного пути на самом деле широки. В этом месте просторные долины. Вот мы поднимаемся около часа. Гора оказалась рядом, а вот идешь к ней, идешь, а она все уходит и уходит. Вот такой странный эффект, который мы в обычной жизни в городе не наблюдаем, а вот здесь в горах он всегда присутствует. То есть ты видишь какой-то объект, думаешь до него, ну вот столько-то метров. Проходишь эти метры, а он все на таком же расстоянии почти. Вот посмотрим, насколько далеко эта гора.
Долину станции «Полярный Урал» называют аэродинамической трубой Урала. Ветры достигают невероятной силы. Только здесь встречаются высочайшие снегозащитные заборы рядом со станцией. История помнит случаи опрокидывания вагонов ветром. При умеренном ветре здесь хорошо. Комаров и мошку сносит. При сильном нужно держать свои вещи, чтобы не улетели вслед за комарами. Палатку не унесло из-за того, что у нас снаряжение лежало в палатке. Вместе с камнями, что ли, сделали? Да, и камни унесло, и все. Просто ее не унесло. Ее сдвинуло, но не унесло. А так бы вообще улетело. Итак, железная дорога сменила водный путь. История строительства здешней железки хоть и короткая, но впечатляющая. Был огромный проект, он назывался «Освоение Севера». И геодезисты, и геологи здесь сделали исследования полезных ископаемых. Но инфраструктуру, то есть подводить железные дороги, и к Воркуте, и сюда начали в период Великой Отечественной войны. Нужен был уголь, коксующийся воркутинский, и нужен был молибден для создания брони. Там за нами есть брошенный поселок, видимо, зона была Ханмей. Там добывали этот довольно бедный молибден, но другого месторождения не было, потому что кавказское месторождение в Тырнаузе было захвачено немцами. Конечно, за каждый килограмм платилось человеческими жизнями. История рассудит, насколько это было честно, верно и правильно. А сейчас мы стоим на железной дороге, которая ведет в красивые города, Лабытнанги, Салихард, которые на Ямале, столица Ямала, где живут люди, которые добывают газ, нефть, они очень близкие к нам. Участок дороги, пересекающий Урал, Сейда-Лабытнанги, на самом деле является частью грандиозного проекта – дублера Транссибирской магистрали. Если Транссиб пересекал Сибирь по южной части России, то данная дорога должна была связать советское Заполярье от Мурманска до Енисея, а потом и до Чукотки. Это был лично план Сталина. Строительство началось в 1947 году. 300 тысяч заключенных возводила насыпь. Дорога строилась быстро, но с крайне плохим качеством. Первые паровозы опрокидывались даже при скорости 20 км в час. После смерти Сталина в 1953 году дорогу тут же, спустя 3 месяца, перестали строить. Заключенных в срочном порядке эвакуировали на Большую Землю. Трансполярная магистраль оказалась не нужна. Однако участок Сейда-Лабытнанги был востребован. Он функционирует и сейчас очень активно. И мы тоже пользуемся этой дорогой, чтобы максимально легко попасть на Урал. Участники фестиваля, становись, равняйся, смирно на солнышко. Именно это обстоятельство подтолкнуло писателя и альпиниста Сергея Журавлева к идее создать в железных вратах через Каменного пути на берегу озера Перевальное, рядом со станцией Полярный Урал, летний палаточный лагерь. Очень важно побывать на вершине. Почему? Потому что в городе, особенно для горожан, глаза упираются в стены. Не видишь перспектив. Ты сидишь в кабинете, ты клерк, ты упираешься в стены кабинета, вышел на улицу, упираешься в стены домов и широты мира не видишь. Вышел наверх, поднялся на вершину, ты понимаешь, что ты вот на нее поднялся, а вот там из тумана торчит еще больше, сложное, еще более интересное. Но для того, чтобы на нее подняться, нужно спуститься в долину и начать все заново, новую экспедицию.
Лагерь образуется здесь уже не первый год и является местом сбора как новичков, так и профессионалов-туристов. Урал, он вообще может надоесть? Нет, не может. Практически с 98-го года я не был на юге. Постоянно сейчас езжу. Во-первых, дешево, а во-вторых, мне здесь нравится. Что вас тянет на Урал? Этот вопрос мы неоднократно поднимали по вечерам, когда сидим у костра с гитарой и спрашиваем друг друга, что же тянет? Магия, только магия какая-то, и все. То есть, невозможно круглый год сидеть дома, и даже не море, и даже это, вот почему-то Урал, почему-то горы. Видать, какая-то там магия, однозначно. Мы рассказали историю дорог в Сибирь через Урал и конкретно историю через Каменного пути, где расположена нынче железная дорога Сейдалабытнанги. Место уникально как в историческом, так и в природном, географическом плане. И, конечно, продолжение нашей истории еще состоится. Мы снова окажемся на станции Полярный Урал, поживем в палатке, сходим в горы, полезем по скалам и расскажем кое-что о горах. Смотрите Ком Инкогнито и узнавайте больше о нашей родине. Thank you.